Строительство кардиологического центра в столице республики стартовало в 2019 году. Уже в 2021 запланирован ввод объекта. Здесь будут представлены отделения кардиологии, нейрососудистой и кардиореанимации. Центр, по словам его генерального директора Станислава Жиркова, будет полностью оснащен современным оборудованием. У нас будет здесь гибридная операционная, ангиооперационная и самые лучшие операционные залы, в котором будут выполнять наши специалисты высокотехнологическую медицинскую помощь. Еще один строящийся крупный объект в Якутске – республиканский онкологический диспансер на 210 посещений в смену и стационаром на 180 коек обеспечит значительный рост уровня медицины в республике. На сегодняшний день, по словам главного врача центра, в постоянном обследовании медицинской помощи нуждается более 12 тысяч больных онкологическими заболеваниями. Объект давно ждем, проект, казалось бы, даже 2014 года, но благодаря нашему главе Айсену Сергеевичу очень поставили вопрос, что все-таки оборудование будет более современное и пересмотрены моменты по техническому вооружению, так что мы ждем очень такой высокотехнологичный центр с хорошим оборудованием с новым. А между тем, это не только улучшит качество лечения и диагностики онкологических заболеваний в республике, но и обеспечит большое количество новых рабочих мест для самих врачей. При этом такой высокотехнологичный центр требует исключительно высококвалифицированных кадров. Мы тесно сотрудничаем со всеми научными онкологическими центрами Российской Федерации, вплоть до зарубежными центрами. Да? И на базе этих центров мы готовим своих молодых кадров. Между тем, помимо активного строительства объектов здравоохранения по республике, также продолжается и закупка нового оборудования. Так, например, в 2020 году на сумму порядка 600 миллионов рублей был обновлен технопарк якутской радиологии, что значительно ускорило процесс диагностики и назначения правильного лечения онкобольным. Кроме того, появилась возможность сотрудничать с ведущими центрами медицины страны. Мы плотно работаем с медицинской онкологией имени Петрова в Санкт-Петербурге. И на данный момент уже несколько сотен микропрепаратов точно было проконсультировано по этому поводу. Это в сложных случаях, каких-либо случаях, когда есть какие-то вопросы, и в случаях, если, допустим, требуется пересмотр, например, по запросу от отделения или по запросу от самого пациента, или если какие-то возникают вопросы по этим препаратам, у нас есть такие возможности. Не отправляя физический материал туда, мы это можем сделать посредством цифровых технологий. Запланированные и реализуемые в рамках нацпроекта здравоохранения мероприятия носят комплексный характер. Уже к 2024 году планируется достижение таких важных целевых показателей, как снижение младенческой смертности, увеличение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами и увеличение средних показателей продолжительности жизни. Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск.